Скажу, раз, два, три. И поехали. Раз, два, три. Ну вот на этом месте примерно, да, произошла эта трагедия со штабом Каландарашвили 6 марта 1922 года. Они, значит, участники засады пропустили две подводы, двое саней с разведкой. На одних санях был пулемет. Они их пропустили, не стали стрелять. И когда, значит, штаб подъехал сюда на подводах уже на санях, значит, раздались первые, значит, залпы. Естественно, значит, они были, их застали врасплох, штабистов всех. И, значит, подпали они под дружный ружейный огонь. И там не было никакого спасения, естественно. Вот. Тут уже никуда не убежишь от этих пуль. И место не позволяло. И вот в результате этого штаб погиб. По списку числится вроде бы 49, он мог и меняться несколько, и больше. Там еще двое человек погибли, за ними ехали, которые из Алекминска, представители РИКа-1. Вот. И с ним еще была не то женщина, не то мужчина, фамилия такая, что не поймешь. Вот. Это из Алекминска. Вот. Но они не бойцы этого отряда Каландарашвили. И, значит, те подводы, которые впереди были, как бы разведка, да, они быстренько поехали рысью в Якутск докладывать о случившемся. А там уже был первый отряд Строда, которого белые не тронули, не устроили засаду до него. Вот этот, но тогда назывался эшелон. Всего было 3 эшелона, вот, значит, и Строд был в первом эшелоне. И когда первые вот эти-то прибыли, которые на подводах туда, сигнализировали о таком вот бедственном положении, о нападении, тогда, значит, срочно начали садить лошадей, мобилизовали, значит, опять отряд Строда. Ну, белых уже, конечно, след простыл этих, которые засыпали на них, которые совершили обстрел, вот, нападение. Много трупов, потом вывозили их, мобилизовали этих возчиков в Якутске, и всех их туда вывезли в город. Да, 2 женщины погибли. Екатерина Гашадзе, вот, погибла. И еще одна женщина. Потом, значит, Брайна Карпель была, она студентка Иркутского университета была, сидела. Ее взяли в плен. И где она потом, как ее, значит, какая ее судьба была, никто не знает, точно неизвестно. По данным Строда, он по рассказам писал уже, значит, ее возили потом, где-то белые туда увезли, на Охотском направлении. И там где-то на реке Нотора ее, значит, убили. Уже другой отряд, из отряда Дуганова. Но точно нет, никакого акта о смерти не составлен был, ничего. Ни свидетельские показания, где они? Их нет. Как это Брайна погибла там, что с ней случилось, кто ее убил, неизвестно конкретно. А здесь, значит, тоже споры до сих пор идут. Кто возглавлял этот отряд засады? Но был там один Николаев. Это со стороны, ну, он был то ли подпоручик, то ли прапорщик, тоже неизвестно хорошо.
Вот. Его ранили потом. Это мне было известно от свидетельницы одной. Вот. И еще были там... Ну, Макарова, историк Макаров об этом написал в своей книге «Северо-Восток». Он там приводит примеры. Кому надо более углубленно, он может посмотреть у Макарова. Макаров там, значит, тоже не конкретно, он свои доводы приводит. Или было так, или так, значит, какое количество было нападающих, участников засады. Тоже спорный вопрос. То ли 80 человек, то ли 50 их. Но узкая река, протока это очень узкая, там без промаха можно было бы стрелять, конечно. И даже пыжи долетали, пишут. Такие были, вот, значит, были простые охотничьи ружья. Вот. Не у всех у них были трехлинейки. Вот такая трагедия. Значит, предложение было срода такое, Срод уже писал, что надо пустить боковую разведку, прежде чем, значит, ехать. Каладаршвили говорит, ничего, тут до Якутска осталось всего ничего. Мы проскочим, мы проедем. Вот, но видите как, не получилось. Вот такая трагедия случилась. Вот сейчас тут памятный знак поставлен, или как его назвать можно, памятник, как его можно назвать, стела ли? Да, памятник, вот. Бюст Нестора Каландарашвили. Нестора Каландарашвили. Вот мы не можем близко подойти, наша машина не может пройти туда. Мы видим это за 300 метров примерно, издалека на него смотрим. Это надо на лодке туда плыть, вот, к сожалению. Вот такая вот краткая история этой трагической гибели штаба Каландарашвили.